В Болгарии и Казани начался большой фестиваль возрождения эпоса в современном прочтении. Он будет проходить с 15 по 23 июля. Целую неделю гости смогут посещать спектакли по мотивам эпосов народов мира Якутии, Карелии, Киргизии и Болгарии. Проходят театральные лаборатории под руководством старшего преподавателя кафедры режиссуры из ГИТИСа. Результатом лаборатории станет постановка спектаклей «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова и «Касай Юсуф Кулгали». Также на площадке фестиваля проходит этномаркет с уникальными товарами ручной работы. Именно умельцы и придают фестивалю невероятную теплую атмосферу, так как любой желающий может подойти к мастерам, расспросить их об изделиях и их культуре. На фестивале присутствовали государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шайниев и министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова. Им тоже было интересно рассмотреть изделия и поговорить с мастерами. Также поступили и мы. В этом году в первый раз свои изделия на ярмарку привезли мастера из Тывы. Меня зовут Аржана Салчак. Я мастер по пошиву национальной одежды и аксессуаров из Республики Тыва. На выставку ярмарку привезла одежду стилизованную, современную, из таких современных материалов, как лен, хлопок, актуальные на лето, и джинсовой ткани. Национальная одежда, вот он как халат, тувинский тон называется. Посмотрите, вот он. У него обязательно должен быть фигурный вырез, вот такой фигурный вырез. Самый главный орнамент, вот узел счастья, узел счастья. Да, везде в узорах есть. Вот это очень красиво. Узел счастья вот обязательно присутствует. У нас национальную одежду вообще почти все носят, особенно сейчас молодежь. Им обязательно на свадьбу, на сватовство обязательно родители дарят тувинскую одежду. А в обычной жизни они носят? Да, постоянно носят. Мы обошли всех мастеров, которые показались нам интересными. Меня зовут Алина Воронова. Я внучка художницы Надежды Вороновой, которая создала свой стиль вышивки. Набор элементов, он стандартный, но вот эта гладь конкретно, но она, вот это ее разработанный, запатентованный стиль вышивки объемный. Нир Карден был поклонником. Владимир Путин наградил Надежду Воронову грамотой за вклад в развитие русской культуры, потому что он жене Шрёдера презентовал от Надежды Вороновой валенки она делала. Вот это платье около полутора месяцев делается. Это дело тут не только вышивки, а дело в том, что это ручное кружево. Это крючок, это все собрано. У нас сумка ходит Наоми Кэмпбелл, Джулия Робертс, Эрик Робертс, Дима Харатьян, Миша Мамаев. Мы сейчас перечислили Валерия Долина, Катя Шпица, сестры Арнгольд. Для зрителей и гостей подготовлена большая концертная программа с участием таких артистов, как Эльсия Бадрединова, Алина Шерифджанова, Государственный камерный хор Республики Татарстан, Ильгиз Шахразиев, группа «Живаго» и другие. С 21 по 23 июля в Болгарии будут проходить показы мод этнодизайнеров из России, Индии, Катара, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Я считаю, что на этой уже сейчас святой земле Болгар начинается новое явление. Немножко по-нашему. Hyvää iltaa, terve teille. Корреспондент «Миллиард Татар» уже побывал на спектакле «Кулер» по мотивам эпоса Калевала Карельского театра. Для нас это народный, национальный эпос, мы очень дорожим. Это наша, можно сказать, Библия, наша история. В спектакле рассказывается история одного героя Кулерху, самой трагичной фигуре в эпосе. Он вырос в безразличии, пренебрежении и ненависти со стороны людей. Все, чему он научился, это разрушать и мстить, не видя для себя иного мира. Герои обитают в железном мире, где лязгают цепи и тревожно гудит боевой рог, и даже зачитывается рэп на карельском языке.
Звери из железа, символы холодного бесчувственного зла. Режиссер решился рассказать в первую очередь о любви и о том, что происходит с человеком, лишенным ее. Превращу в пеструх медведей! Одновременно идет взаимодействие с залом, где зрители просят включать фонарики, дабы разглядеть костюмы героев, которые ведут повествование в темноте. Герои также одеты в красные толстовки с капюшоном и грубые черные ботинки, что говорит о закрытости и грубости героев. Это довольно необычная интерпретация эпоса и видение режиссера.